Здесь очень важно соблюдать последовательность действий, говорят врачи медицины катастроф. Во-первых, это вывод из человека жидкости, которая накопилась в дыхательных путях, воздействуя на грудную клетку. Для этого надо расположить пострадавшего на спину. Компрессия грудной клетки производится непосредственно на середине грудной клетки. Если это мужчина, мы можем ориентироваться посередине, по месосковой линии. Мы ставим свою ладонь, основание ладони, ставим ладонь на середину этой линии, делаем замок свободной рукой и, отгибая пальцы нижней руки, мы делаем 30 нажатий на грудную клетку пострадавшего. Частота нажатий 100-120 в минуту, в глубину до 5 сантиметров. После необходимо запрокинуть голову пострадавшего, приоткрыть рот и проверить ротовую полость на наличие инородного тела. Если оно там есть, необходимо извлечь и сделать 2 вдоха в дыхательные пути пострадавшего. Если у нас есть под руками салфетка, мы можем использовать салфетку. Если нет салфетки, опять же, не нужно искать ее и тратить время. Что мы делаем? Накладываем салфетку, запрокидываем голову, закрываем нос и делаем 2 выдоха в дыхательные пути пострадавшего. После необходимо повторно провести компрессию грудной клетки, скрестив руки 30 нажатий, и опять проверить ротовую полость на наличие инородного тела. Во время процесса также необходимо периодически проверять пульс и дыхание пострадавшего. Необходимо продолжать оказание помощи до приезда скорой, а особой разницы оказания помощи взрослому и ребенку нет. Ребенок и взрослый человек, они анатомически разные по размеру. Соответственно, сила, которая применяется к младенцу, она должна быть намного меньше, чем сила к взрослому человеку. То есть мы должны понимать, что если мы будем применять ту силу, которая воздействует на взрослого человека, мы можем навредить младенцу. И, соответственно, нужно применять силу намного меньше, чем для взрослого человека. А так, основные аспекты, там, компрессия, вдувание, здесь разницы нету. Если вам удалось привести пострадавшего в чувство и он начал дышать, но состояние плохое, необходимо уложить пострадавшего на бок, чтобы в случае рвоты он не захлебнулся. Также нужно быть готовым к тому, что реанимированный может стать агрессивным на фоне шока. Здесь важно быть осторожным и соблюдать спокойствие. Мадина Цора, Альсхан Гаравожев, Магаз 24.